Друзья, начинающие предприниматели, добрый день! Меня зовут Эльмаз Бархонова, я маркетолог, директор по развитию бизнеса в маркетинговом агентстве Total Advertising Group. Сегодня мы с вами разберем, что такое бренд, чем он отличается от торговой марки и самое главное, насколько важна ментальная доступность бренда для того, чтобы зайти на рынок, удерживать долю рынка и, возможно, стать лидером на рынке с максимальной его долей. Ну что, погнали? Первое, что нам нужно сегодня разобрать, что такое бренд. Для многих бренд – это название, логотип и определенные цвета. Но на самом деле бренд строится с качественной коммуникацией с клиентом, которая в свою очередь строится на креативе, технологиях, дизайне и менеджменте. Важны все аспекты бренда. Это идея, позиционирование, визуальный дизайн, копирайт, нейминг, пиар, маркетинг и даже технологии производства. И, конечно, сам продукт, как он выглядит, насколько удобно им пользоваться, какой он на ощупь, вкус и запах, ситуация потребления, цена и самое главное, какую эмоцию испытывает человек при использовании. Бренд никогда не продает материальных вещей. Например, компания Mercedes продает машины? Нет, на самом деле она продает статус. Это, по сути, те эмоции, которые клиенты испытали при контакте с продуктом компании. Давайте разберем другой пример. Это компания Apple. Это не просто производитель смартфонов и компьютерной техники. Apple – это продукты, которые улучшают жизнь людей. А ведь весь процесс брендинга начинается с создания торговой марки товара. Она представляет собой некую точку старта для всех остальных действий. Торговая марка рождается тогда, когда вы придумали уникальное название для своего товара, разработали уникальное оформление, придали дизайн своему товару, создали фирменный стиль или придумали слоган. При этом товар может быть совершенно стандартным и не может не отличаться от своих конкурентов. В тот момент, когда вы создали фирменное наименование, оформили свой товар, вы придали ему определенный имидж. Так родилась ваша торговая марка. Теперь давайте разберемся. Другими словами, бренд – это известная торговая марка, которая завоевала внимание и привязанность потребителя. Отличие бренда от торговой марки в том, что элементы его фирменного стиля, название, слоган узнаются потребителям, а также в том, что он завоевал лояльность определенной части рынка и товары под его логотипом пользуются спросом. Важно понимать, что торговая марка превращается в бренд через маркетинговую коммуникацию. Торговая марка становится брендом в тот момент, когда о ней узнал потребитель. На полке в магазинах, в рекламе и, главное, потребитель ее запомнил. Получается, что как только ваша торговая марка приобрела известность, она стала брендом. Чем выше узнаваемость торговой марки, тем сильнее бренд компании. С брендом и торговой маркой разобрались. Теперь пришло время определить, насколько важна ментальная доступность бренда. Ментальная доступность, другими словами, это заметность бренда. Это предрасположенность бренда быть рассматриваемым на предмет покупки в ситуации возникновения потребности. Ментальная доступность основывается на сетевой структуре памяти покупателей. Если объяснять на пальцах, как работает память покупателя, можно сказать, что она состоит из отдельных узелков, которые хранят информацию. Важно понимать, что чем свежее в памяти информация о бренде, тем больше у него шанс прийти на ум покупателя, оказавшимся в разнообразных ситуациях совершения покупок. Также важно отметить такой термин, как top of mind. Это первый вспоминаемый целевой аудитории бренд или торговая марка среди всех брендов в отрасли. К этому показателю в идеале стремятся все компании, потому что на вопрос, какие марки товаров в категории X вы знаете, данный бренд должен быть назван первым. Бренды Top of Mind надолго закрепляются в сознании потребителя и ассоциируются с определенной категорией товара или услуги. При покупке потребитель будет склоняться в первую очередь к этой марке. Например, если вы собираетесь в компании и необходимо купить прохладительные напитки, какой бренд приходит к вам в голову? Coca-Cola, Pepsi или наша отечественная Carsi-Cola? Вот тот бренд, который возник у вас при возникновении потребностей, именно он для вас top of mind. Теперь основной вопрос, который нас сегодня волнует, но как же развивать ментальную доступность бренда? Развивать медиа-каналы и бренд-менеджмент. Представьте, что бренд – это сад,
Чтобы вырастить что-то, вы раскапываете землю, сажаете семена, ждете всходов. Однако, чтобы растения росли здоровыми, сильными, им нужно обеспечить правильный полив, нужное количество солнца, удобрять и защищать от вредителей. Бренд не приобретает известность и огромную аудиторию самостоятельно. Ему нужно постоянно помогать, направляя визуальный облик и коммуникацию компании в нужное русло. Для этого нам поможет система POEM. Эта система состоит из 3 составляющих. Paid Media – это медиаканалы, за использование которых мы платим. Owned Media – это собственные медиаканалы, с помощью которых мы взаимодействуем с аудиторией. Earned Media – это называемые заслуженные медиаканалы, которые дают нам доступ к новым каналам взаимодействия с покупателями. Что входит в платные медиаканалы? Это вся прямая и непрямая реклама, за которую мы платим. Реклама на ТВ, радио, размещение наружной рекламы и диджитал размещение. Также для заметности в торговых точках вы изготавливаете постматериалы, такие как лайтбоксы, френд-зоны, бренд-зоны, стенды, шелф-токеры и роллапы. Также в эту категорию входит и sales promo. Это различные сэмплинги, дегустации, акции и программы лояльности. За все это вы платите. PR. Главная задача PR – это создать положительный имидж организации или ее продуктам. Различные пресс-релизы, семинары, спонсорство также привлечет аудиторию к бренду. Не стоит забывать и про директ-маркетинг, когда мы делаем рассылки, изготавливаем, распространяем каталоги, занимаемся телемаркетингом. Все это реальные затраты для узнаваемости бренда. Owned Media – собственные медиаканалы. Это когда вы используете канал, который вы сами создаете и контролируете. Возможны площадки размещения контента о бренде. Это сайт, страница в социальных сетях, блог компании и, возможно, канал на YouTube. Аудитория собственных медиаканалов – постоянные, новые и даже потенциальные клиенты. Конвертируемость пользователей в клиентов через платные медиа зависит от качества и релевантности контента компании. Главная задача собственных медиаканалов – это выстраивание длительных и доверительных отношений с целевой аудиторией. Earned Media – это заработанные медиаканалы, это комплексность действий пользователей и СМИ в обсуждении бренда. Это обсуждение на интернет-площадках, лайки, комментарии, это реклама сгенерированной аудиторией бренда. Онлайн-обзоры, шеринг контента или сарафанное радио. Аудитория Earned Media – это пользователи, на которых таргетируется рекламная кампания, и те, которые уже привлечены с помощью платных и органических онлайн-каналов. Также сюда входят поклонники бренда, их друзья, подписчики. Заработанные медиаканалы формируют узнаваемый и честный, достоверный образ бренда. Но нельзя забывать, что это результат хорошо спланированных и реализованных активностей в paid media и собственных медиа. Каждый из перечисленных медиаканалов предполагает временные трудовые затраты, но их использование положительно влияет на бизнес. Я рекомендую использовать платные, заработанные и собственные медиаканалы в рамках единой интегрированной маркетинговой стратегии. Такой подход имеет синергический эффект и комплексно решает медийные задачи клиента. Управляйте ментальной доступностью бренда. Важно не только построить сильный бренд, но и убедиться, что люди воспринимают его именно так, как вы задумывали. Каждые 6-12 месяцев анализируйте восприятие бренда с помощью опросов покупателей, интервью с сотрудниками. Так вы сможете быть уверены, что бренд остается верным себе и не меняется под влиянием мимолетных трендов. Спасибо за внимание. Удачи в бизнесе!